Инта готовится к большому праздничному событию. 4 октября наш город отметит круглую юбилейную дату. Ему исполнится 70 лет. Традиционно в Приполярье пройдет череда культурно-массовых мероприятий, торжественных встреч и тематических программ. О том, что ждет интинцев и гостей города, специалисты администрации и учреждений культуры рассказали во время прямой линии, прошедшей в общественной приемной главы Республики Коми. В ходе прямой линии заместитель руководителя администрации Елена Моторина ознакомила присутствующих и жителей округа с концепцией празднования юбилея Инты. В этом году практически все мероприятия посвящены семейным ценностям, культуре, традициям, патриотизму, душевности и сплоченности населения. 2024 год является годом семьи в Российской Федерации, и очень символично, что 70-летие нашего города мы отмечаем именно в этот такой хороший год семьи, поэтому естественно и символично, что празднование юбилея города строится на девизе «Моя Инта, моя семья». Концепция празднования юбилея строится также на принципах патриотизма, любви к нашему городу. Мероприятия призваны подчеркнуть важность сохранения традиционных семейных ценностей и преемственности поколений. Юбилейные мероприятия акцентируют внимание на культурных и исторических особенностях города, являющихся неотъемлемой частью наследия региона и достоянием интинцев, на особенном менталитете жителей Приполярья. Душевность и сплоченность, бережное отношение к родным местам, качества, которые интинцы передают из поколения в поколение. Северяне гордятся своими земляками и их достижениями, хранят память об истории Инты, с уважением вспоминают людей, сумевших, благодаря своему труду и энтузиазму, построить такой красивый город. Для укрепления связи поколений в юбилейных событиях будут задействованы ветераны и старожилы города, семьи, молодежь. Подготовка и проведение юбилея невозможно без участия, сотрудничества, идей и энтузиазма трудовых и творческих коллективов города. Важно, чтобы каждый житель ощутил свою причастность к судьбе Инты, почувствовал неразрывную связь с этим особым местом. Многочисленные выставки, мастер-классы, литературные встречи, кукольный спектакль, краеведческий диктант и квиз для жителей Инты готовят сотрудники взрослой и детской библиотек. Все мероприятия будут посвящены дню рождения города. Мы начали праздновать 70-летие Инты с самого начала года, и много мероприятий в библиотеках наших уже прошли и будут идти весь год. Это краеведческие уроки, литературные выставки, такие традиционные формы библиотечной работы. Но самые яркие события мы, конечно, приберегли уже к преддверию 70-летия. Вот в конце сентября и в начале октября они пройдут. И стартует у нас празднование с литературного вечера «Люблю тебя, моя Инта». Он состоится 27 сентября. Там прозвучат произведения интинских авторов, песни об Инте. Ну, конечно, будет открытый микрофон, поэтому, если кто-то захочет, сможет и самостоятельно прочитать любимые стихи, а может быть даже и свои собственные стихи. Поэтому мы всех приглашаем в 17 часов. Потом у нас будет очень насыщенное воскресенье 29 сентября. Детская библиотека у нас покажет премьеру кукольного спектакля «Как Йен и Омель сотворили». Это проект, который мы выиграли в рамках народного бюджета. И вот эту презентацию мы решили приурочить именно к юбилею города. Думаю, это такой хороший подарок для наших юных интинцев. Поэтому тоже всех приглашаем в 12 часов. И в этот же день, в 15 часов, мы запускаем очень интересное мероприятие, серия квизов «Город играет». Ну, все, наверное, уже знают, что квизы – это такой популярный формат интеллектуальной и развлекательной игры по раундам. Мы подготовили очень интересные вопросы для участников. Все они, конечно же, связаны с нашим городом. И это и видео-вопросы, и музыкальные вопросы. И очень интересный бонус в этой игре – это раунд, где можно будет участникам сразиться с искусственным интеллектом. Надо быть в тренде. Поэтому мы очень ждем, что к этой игре присоединятся у нас команды учреждений городских, коллеги. Приходите, пожалуйста, к нам со своими коллективами, учащиеся старших классов, семьи. То есть мы приглашаем всех, в зависимости от того, сколько будет заявок, столько игр мы проведем. То есть в воскресенье 29 числа мы стартуем, а дальше уже по запросу будем проводить игры. Возможно, в октябре вот мы еще будем играть. И по итогам команда, которая наберет в турнирной таблице наибольшее количество баллов, получит звание знатоки города. С 20 сентября мы открываем регистрацию, поэтому будем ждать заявки ваши. Приходите.
Далее 1 октября в детской библиотеке откроется выставка декоративно-прикладного творчества «Инте с любовью». Работы принимаем до 26 сентября в любых техниках, детские работы. И очень интересное у нас событие произойдет в начале октября, тоже 1 числа. Национальная библиотека выиграла в этом году грант главы республики, и в рамках этого гранта писатели Республики Коми ездят по отдаленным северным городам и проводят встречи с жителями, литературные встречи. И к нам приезжают 2 автора: Александр Герасименко из Сыктывкара, это поэт, и Григорий Спичак, которого все хорошо знают, он уже был в Инте неоднократно. И 1 октября будет встреча с ними, думаю, она пройдет очень интересно, тоже будем рады видеть всех интинцев. И завершающее мероприятие 6 октября у нас пройдет, мы бы очень хотели, чтобы оно стало традиционным. Это 1-й городской краеведческий диктант «Интинский хронограф». То есть год 70-летия мы хотим попробовать этот формат. То есть мы все привыкли, что есть географические диктанты, диктант Победы и многие другие. А этот диктант будет посвящен именно нашему городу. Также там будут разные задания, и тестовые, и там, где нужно ответ самостоятельно вписать. Все, конечно же, про Инту. Вопросы интересные, отбираем, подбираем. И приглашаем тоже всех принять участие в этой акции. И очень хотим, чтобы это мероприятие стало таким стимулом прочитать что-то новое, конечно же, взять книги краеведческие. Будем надеяться, что это тоже станет традицией. В Интинском краеведческом музее готовятся к открытию несколько тематических мероприятий и выставок, посвященных истории города. Значимых мероприятий как для Инты, так и для Республики Коми – это столетие Ивана Павловича Морозова. Мероприятие пройдет в музее 30 сентября в 2 часа. Называться он будет «Человек другой эпохи социализма». Туда будут приглашены старожилы города, и так руководящий состав. Также у нас будет организовано 3 выставки, посвященные городу. Это «Город с непростой судьбой», «Ностальгией» и «С любовью к городу». Это будет фотовыставка. Выставки открываются с 30 сентября, так что добро пожаловать. Всю рекламу мы разместим как в администрации, так на сайте и ВКонтакте. Ну и также мы готовим ряд мастер-классов, которые также будут посвящены городу, так что добро пожаловать с 1 октября в Интинский краеведческий музей. Центр национальных культур намерен поздравить жителей Приполярья с юбилеем города на разных языках мира. Коллектив учреждения планирует записать и смонтировать видеоролик с участием представителей национально-культурных обществ, а также привлечь сельские и творческие коллективы и провести необычный флешмоб, спев гимн Инты на коми-языке. Погода отличная, записать видео, вот эти маленькие ролики, потом вот это все объединить в общее, в одно целое. И думаем, что должно получиться красивый вот такой какой-то ролик. Дальше мы используем, конечно же, свои направления работы. Мастер-класс объявляем по изготовлению сувениров, подарок Инте, тем более в Доме культуры мы на общем мероприятии с этим выйдем. Для детей познавательную игровую программу, чтобы больше узнали про наш город. У нас есть материалы и новые подготовим. Готовим также новые творческие номера. Объявили набор мужчин, вокальный ансамбль. Надеемся, что если быстро придут, еще никто не изъявил желания. Пока еще нет в эти дни, то мы подготовим номера, потому что вот ансамбль «Девчата» у нас в работе аж 5 новых песен, то есть вот в этом направлении работаем. Все уже начали коллективы работать, и «Водограй», и «Русская душа», и «Мадаяс». Вот это вот наращиваем. А про мужчин, значит, у нас, ну, все мы помним, что 27 лет нашему Центру национальной культуры, Инте 70, у нас были очень хорошие традиции, наши мужчины были в разных коллективах, и в Коми, и в Водограе, Баранов, и в татаро-башкирском обществе было много мужчин, и марийские вот эти дробушки, очень хорошо помним, семья Черновых. Вот, и год семьи мы хотим еще вот в этом направлении поработать, может быть, нам удастся еще кого-то присоединить к нам, привлечь. По селам. По селам тоже каждое сельское клубное учреждение готовит свое мероприятие. В некоторых селах они будут объединенными, потому что День пожилого человека рядышком.
Сотрудники учреждений культуры основательно готовятся ко всем мероприятиям, посвященным праздничному событию. Традиционно 4 октября у закладного камня первопроходцам-углеразведчикам в сквере возле Центрального дворца культуры и техники пройдет акция с участием старожилов, ветеранов, руководства Инты, депутатов и молодежи. Горожане почтут память основателей Приполярья. Затем в здании городской администрации состоится торжественная церемония награждения. Нескольким интинцам будет присвоено звание «Почетный гражданин Инты». Также за особые заслуги, успехи и плодотворную работу в различных сферах и областях общественно полезной деятельности будут отмечены лучшие из лучших. В концертных программах, которые пройдут в день рождения Инты во Дворце культуры и техники и на площади Ленина, вместе с интинскими творческими коллективами примут участие артисты из Воркуты, Печоры и Сыктывкара. Все мероприятия в нашем городе делаются дружно, коллективно, учреждениями культуры. Мы, как наши солисты участвуют в мероприятиях наших коллег, так и наши коллеги участвуют со своими выставками в больших праздничных мероприятиях. Поэтому 4 октября в Дворце культуры будут выставки и музея, и Центра национальных культур, и детской школы искусств, и Центральная библиотека будет участвовать. То есть представлены будут работы наших коллег. На сцене развернется торжественное праздничное мероприятие, поддерживающее концепцию общего мероприятия «Моя Инта, моя семья». Оно состоит из двух больших отделений. В первой части будут участвовать творческие коллективы нашего города, и будет рассказана история Инты через художественные образы. А во второй части выступят все гости приглашенные, в том числе творческие коллективы. Это воздушные гимнасты из Печоры. Из Сыктывкара приедет супружеская пара Ольга Сосновская, Владимир Юрговский. И еще одна супружеская пара – это дуэт Коми-Морт, Артемий Барсуков и Полина. Также, кстати, они написали песню нашу про Инту, и они ее исполнят с нашими коллективами. Воздушные гимнасты тоже будут выступать с нашими солистами, это будут объединенные номера. Также Коми-Морт с домом танца босиком. И приедет ансамбль «Крылья» из города Воркута, это мужчины поющие. 5 октября для интинской молодежи во Дворце культуры и техники пройдет праздничная дискотека с шоу барабанщиков. Через неделю после Дня города музыкальный подарок обещают преподнести воркутинцы. Несколько лет подряд творческая молодежь, солисты, танцевальные и вокальные коллективы специально приезжают в Инту, чтобы поздравить своих ближайших соседей с Днем города и выступить на сцене Центрального дворца культуры и техники с праздничным концертом.